Привет! Сегодня мы погружаемся в историю одного из кыргызских племен Мундус. У нас есть этнографические данные, языковой анализ, фольклор. Попробуем разобраться в их корнях, как они расселялись, с кем связаны. И вот сразу, что интересно, само имя Мундус, оно очень древнее, общее и для кыргызов, и для алтайцев. Это ведь сразу говорит о глубоких связях, правильно? Да, совершенно верно. И одна из ключевых версий, ее еще Абрамзон предлагал, связывает мундузов с племенами древней конфедерации Теле. Он прямо указывал на родство с алтайским родом, ну, сеоком, как говорят алтайцы, мундус. То есть, да, корни уходят на Алтай и весьма глубоко. Но, насколько я понимаю, это не единственная версия. Есть и другие взгляды? Конечно, не единственные. Есть, например, мнение о связи с огусским родом Пугдус. О нем еще Махмуд Кашгари писал в своем знаменитом словаре. И что любопытно, у современных алтайских мундузов до сих пор есть род с похожим названием Пугдус или Пуктуш. Даже, знаете, параллели находят с туркменским этнонимом Атамыш через кыргызский вариант Утамыш. Так что картина посложнее будет, чем просто прямая алтайская линия. Угу. А само слово «мундус», что оно может означать? Тут тоже, наверное, споры. И еще какие. Вот алтайский ученый Тадыкин предположил, что это может быть стяжение слов «мен» плюс «ту» плюс «ас», то есть «я» плюс «горный» плюс «ас», с отсылкой к древнему этнониму «аз». Но если мы посмотрим древнетюркские надписи, там слово встречается, но значение разное. То «глупой» — это уже, как считал Баласагуни, иранское заимствование, то «ручей» — это уже у Кашгари. В общем, единого мнения нет. Понятно. С происхождением, значит, много вопросов. А как мундузы встроены в структуру самих кыргызских племен? Они входят в состав левого крыла Солканат. У них своя тамга, родовой знак Ача-тамга. А исторически они в основном локализовались на юге Кыргызстана. Это Базаркаргонский, Нокинский, Сузакский, Аксыйские районы, ну и долины Таласа, Читкала. И здесь тоже алтайские параллели находятся. Да, например, у них есть такое подразделение Жерешке, а у алтайцев род Дереке. Ну, очень похоже, согласитесь. И еще отмечают их историческую близость с племенем Кущу. На Иссык-Куле их знают как Кутчу, это считается более древней формой. А про их многочисленность даже поговорка есть. «На небе звезд много, а на земле мундузов». И любопытно. С этим понятно. Но вот одна из самых, пожалуй, интригующих тем — это переселение части мундузов с юга на север. Что их заставило двинуться? Ну, тут как минимум две основные версии обсуждаются. Первая, ее вот Сааронов, Молдокосымов поддерживают, говорит, что это были, так сказать, беженцы. После того, как Коконское ханство жестоко подавило восстание Мамыр-Батыра, это 1870-е годы, часть мундузов была вынуждена уйти на север. И они осели в Чуйской долине, Кегете, Алчалы и еще в верховьях Нарына. Понятно, это одна версия. А вторая? А вторую версию ее записали со слов известного акина Смайла Баранчиева. Он сам был из рода Мундус. Он связывал это переселение с внутренними межплеменными какими-то конфликтами и распрями, и маршрут там описывается более сложный. С юга через Скитментюбе, потом на Сусамар, оттуда в Жунгал, а уже в Жунгале они вроде как разделились. Кто-то там и остался в Кумдоба, кто-то ушел к перевалу Долон, другие в Чуйскую долину, в те же Кегети, Алчалы, а некоторые по этой версии двинулись еще дальше на восток, через Качкара, к Иссык-Кулю, Сары-Добы, Арал, Долон. То есть причины называют разные, маршруты тоже немного варьируются, но сам факт вот этого массового движения с юга на север, он подтверждается. И Абрамзон тоже ведь отмечал связь иссык-кульских мундузов с южными. Именно так. Сам факт миграции сомнению не подвергается. И вот что самое, пожалуй, удивительное во всей этой истории. Несмотря на это географическое разделение, юг и север, у них сохраняются абсолютно идентичные названия родовых подразделений. Вот эти Каткар-Мундус и Сурак-Мундус, Бай-Мундус, они есть и у южных, и у северных. Это же мощнейший аргумент в пользу общего происхождения. И более того, такие же названия родов находят и у алтайских мундузов. Вот это да, удивительно. Значит, память о единстве жива. Наверное, в родословных это как-то отражено.
Да, конечно. Многие группы возводят себя к общим предкам. Очень часто фигурирует имя Кубат-Бия и его потомков. Например, иссык-кульские мундузы из линии Кубат-Оулу считают своим прямым предком Кубата, сына Чакчабия. Вот эта общая генеалогия, она тоже их связывает. А вот сами названия интересные. Каткармундус, например, что это значит? Есть мнение, что каткор — это просто древняя форма слова кочкор, ну, то есть баран-производитель, вожак стада. И это, кстати, опять перекликается и с алтайским языком, и даже с географией. Радлов еще в XIX веке отмечал в Горном Алтае топонимы качкорок, кочкор для горных хребтов. Опять ниточка на Алтай тянется. Итак, давайте попробуем подвести итог. Мундус, получается, племя с очень древними корнями, очевидными связями с Алтаем, возможно, и с агузами. Они занимают важное место в левом крыле кыргызов. Их история включает вот эти значительные миграции, но при этом они сохранили поразительное единство рода и самосознание. Да, получается такая вот сложная картина, где переплетаются история, лингвистика, фольклор, устные предания, все эти общие этнинимы, родовые деления, языковые параллели между кыргызами, алтайцами, да и шире между тюркскими народами Сибири и Центральной Азии. Это все, знаете, заставляют задуматься, вот насколько современные национальные или этнические границы вообще отражают ту реальную глубину и сложность связей, ту общность, которая существовала между народами этого огромного региона в прошлом. Вот об этом, пожалуй, стоит подумать после нашего разговора.